Усім привіт, друзі! Цього тижня сталося те, що, може, не всі помітили і в світі, і в Україні, але я помітив через те, що я маю дуже давні зв'язки з Литвою, маю багато там друзів. В принципі, всі українці знають, що всі литовці нам друзі, і це одна з найдружніших до нас країн, одна з самых дружественных для Украины стран. Я перейду на трофейную, чтобы всем было понятно, кто нас смотрит в мире, и в Литве в том числе. Те, кто следят, просто не то, что следят, а те, кто интересуется Литвой в Украине, и те, кто интересуется Украиной в Литве, это такое, может, и не все знакомые, но все единомышленники, кто активно из этих людей. Ну а так, конечно, литовское общество в своем огромном большинстве за Украину, и там даже не о чем говорить. То есть Литва — это одна из вообще единичных краин мира, где нельзя услышать на улице русских песен, там караоке в барах русских и так далее. Я об этом записывал отдельное видео, можете посмотреть. Но тут случилось нечто такое, из разряда, знаете, помните, такая передача была советская, очевидное, невероятное. Невероятное произошло в том смысле, что министром культуры Литвы был назначен человек с пророссийскими взглядами. Еще раз, министром культуры Литвы стал мужчина, человек, политик с пророссийскими взглядами. Он, конечно, может быть, публично это не сильно выставлял, и в Литве не модно говорить там «я за Россию» там, и так далее, но иногда этого и не нужно, потому что, в общем, его бэкграунд я-то совершенно не знаю, даже вам не буду это говорить имя, литовцы знают, а не литовцам оно ничего не скажет, тем более, что он уже ушел в отставку, неделю, что ли, он продержался на этом посту. Но литовские деятели культуры, там просто какая-то огромная была волна, я за этим наблюдал с таким восхищением, и я хочу сказать, что, глядя в глаза каждому активному литовскому деятелю культуры и любому вообще активному человеку, я могу сказать «дякую», потому что «ачу». Потому что то, что вы сделали и делать начали сразу, они же знают, литовцы знают своих политиков, особенно активная часть общества. И этот политик получил пост министра культуры Литвы по квоте партии, одной из партий, вошедшей в коалицию с победившими социал-демократами. Они, это уже второе их правительство, одно ушло в отставку недавно, это второе, и в первый, по-моему, во второй состав вошла эта партия Заря Немана, которую многие называют очень пророссийской партией. Это я не следил за их деятельностью, но все мои знакомые в Литве говорят, что они очень такие ватные, как они говорят, да. И эта ватность, она такая, она литовская, она не с российскими флагами там порванными на грудях, не с лозунгами там, Украина должна умереть и так далее. Нет, конечно. Это такая литовская ватность и пророссийскость, там шкала пророссийскости в Литве своеобразная, и ее могут ощутить только сами литовцы, но иногда происходят события, которые выводят это явление на поверхность. Не одна, говорят, эта партия, там есть еще и политики, и региональные политики, и разные, которые, скажем так, их пророссийскость в том, что они более толерантны к России, менее к диалогу, к многогранности ситуации, к позиции «мы не все знаем», к позиции «да, конечно, война это плохо, но». И их не видно, этой части политикума, их не видно в активной поддержке Украины в волонтерстве, в политической поддержке и так далее, и так далее. Я не буду обсуждать, каким образом формировало правительство социал-демократической партии, зачем им это надо, там для большинства, кого они там брали. По-моему, эту же партию называли в литовских медиа антисемитской партией. Это был с самого начала скандал, когда они в коалицию вошли. Потому что, по-моему, лидер этой партии шутки шутил, такие и нешуточные, про евреев.
Ну и, в общем, в итоге в коалицию и один, и второй раз они попали. И вот, наконец, этот нарыв вскрылся, чего и можно было, наверное, ожидать. Ну, опять, внутреннее дело Литвы – это внутреннее дело Литвы. Выборы – это там честные, всенародные и так далее. И вот на министра культуры попав чувак, против которого сразу деятели культуры начали протестовать. А многие из них еще в Саюдисе были. Вообще в Литовской революции брала участь интеллигенции как техническое, так и творческое. И то, и другое было много, и творческое было тоже много. Но достаточно вспомнить классика, дай бог ему долгих лет жизни, Витаута Ландсбергеса. Вот. Опять же, внутренние дела Литвы мы не трогаем, потому что там есть, я такие иногда слышал про Ландсбергес, который мой кумир от литовских людей, что ну, тоже он что-то не так делал и так далее. Конечно, наверное, что-то делал не так, и что-то не так. И Дарья Грибускайте делала. Кстати, она украинскую мову выучила. Это вообще, я интервью смотрел с Дарьей Грибускайте, кто ее там знакомый, не знаю, видится с ней. Передайте огромное почтение за ее украинскую мову. Она и украинскую мову дала интервью повністю, причому її українська мова краще за деяких наших громадян, то просто мені друг мій прислав, я просто був здивований і шокований в найкращому сенсі цього слова. Ну ось я маю на увазі, що думки всередині Литви різні, хтось подобається, хтось не подобається, як історично, як історична фігура, і як политик, действующий или бывший там, и так далее, но все они держатся в определенных рамках. Все-таки Литва это страна каких-то моральных, не знаю, моральных правил. И когда они были еще под оккупацией СССР и так далее, ну, это моральный стержень у них серьезный, да. И так или иначе, но все эти политики, все, они были антироссийские и, естественно, как Украина вступила в борьбу еще с 2014 года, проукраинские, все независимо от партии, социал-демократы, там, консерваторы и так далее. Вот, нравится там какая-то внутренняя политика их или не нравится, они людям тем или иным, да, больше или меньше, там правительство меняется. Вот прошлая власть была консерваторы и так далее, сейчас социал-демократы, кто дальше будет, неизвестно, но впервые вышел на сцену в 2025 году политик, представитель партии правящей коалиции. Вот дальше я читаю заголовок, читаю текст по Делфи. Это известная балтийская медиа со штаб-квартирой в Эстонии, но это и Эстония, Латвия и Литва. И тут есть версии на разных языках, включая трофейный. Министр культуры Литвы замолчал и не смог ответить, чей Крым. На вопрос, кому принадлежит Крым, но журналисты, волна же уже началась протестов деятелей культуры и так далее. Это уже все вырастало скандалом, но скандалами сопровождалось, еще раз говорю, вообще вхождение в коалицию этой партии, значит, Заря Немана. А тут еще и министра назначили, еще и культуры, да. Все-таки понятно, да, что тут моральность, мораль какая-то должна быть и так далее. На вопрос, кому принадлежит Крым, министр культуры Литвы и Игнатас Адамавичус, извините, если я путаю ударение, вообще не хотел даже его упоминать, речь не о нем конкретно, а о явлении, предпочел промолчать, а затем попросил журналистку издания Летовас Ритас, это которое я выписывал еще в 15 лет, мне было в Тамбове, когда жил, тогда называлось на Ком Яунимутьеса, а потом стало Ритас, и вот до сих пор я его тоже читаю, и друзья там есть, привет большой вам. Так вот, попросил журналистского издания Летовас Ритас вовсе не затрагивать эту тему. Это провокационные вопросы. Давайте даже не будем к ним подходить. Ведь мы сейчас говорим не о Министерстве культуры, ответил министр после паузы, возникшей после вопроса о принадлежности Крыма. Журналистка попыталась добиться простого ответа, к какой из сторон принадлежит Крым. Нет, давайте не играть в эти игры. Понимаете, нужно, есть грань, за которой не стоит заходить. Вот здесь и нужно остановиться на этих вопросах, сказал министр. На долгой паузе он встретил также вопрос о том, что для него, как для человека политика, означала бы победа Украины. Тут он начал тоже выкручиваться, говорит, что я не знаю, что это украинцам решать. Но вот главное, чтобы не сказать что-то про украинское, вот мое такое впечатление. Далее он сказал, что одним из первых зарубежных визитов министра станет поездка в Украину, но не станет, потому что после этого, кстати, петицию против него подписало 67 тысяч человек, которые деятели культуры потребовали, чтобы министерство возглавил другой человек, чтобы это учреждение не досталось партии Заря Немана.
Вот. Но вот не поедет он больше никуда, этот чувак, потому что он перешел все границы, которые, ну, можно было перейти в литовском политическом гражданском поле. Вот. Но удивление вызвало не то, что то здорово, что что он сам ушел, по-моему. Ему там премьер сказал, что он и так его отправил в отставку. Но суть в том, я так понял. Опять не читал дословно, но смысл в том, что не подал бы сам, его бы убрали, да. Суть не в том, что все это произошло. Классно, что какая бы власть ни была, там таких вот с такими позициями людей не допускают до власти. Все хорошо, демократия работает, все прекрасно. Аплодисменты разошлись, театральные деятели могут дальше, деятели искусств, заниматься своими делами, а не лезть в политику, останавливая такие явления. Но тут я хочу сказать нет, даже не конкретно о Литве. Дело в том, что у меня много в Литве зрителей, и знакомых, и политиков, и журналистов, и так далее, общественных деятелей, просто очень хороших людей. Я вам хочу сказать, что это меня торкнуло, потому что я помню такие же точно формулировки в Украине, начиная с победы Майдана, с оккупации Крыма и части Донбасса, и вот буквально до большой войны. Сейчас у нас уже такого нет, конечно. Многие деятели, политические, общественные, так называемые журналисты, так называемые народные депутаты и так далее, отвечали на вопросы про Крым вот именно и точно так, как сказал этот человек, который стал, пусть на неделю, но стал плодом какого-то компромисса, министром. Да? А раз есть он, и раз есть партия, в которую такого взяли, значит, есть люди, которые готовы за таких голосовать. И, по идее, любой литовский политик прямо должен был сказать: Крым — это Украина и все. И, вот. Или выкручиваясь, но это уже подозрительно, сказать: ну да, конечно, Крым — это Украина, да, но сейчас он оккупирован Россией. Да? Это уже такая формулировка, которая тоже у нас звучала, но и тоже уже было подозрительно, что кто эти такие люди, почему они так хотят сказать, что но под контролем России, сказать типа: товарищ полковник, вот я знаю, значит, что там наши стоят, типа русские. А те, кто говорили вот таким вот образом, как этот товарищ, и это постоянно я слышал, ну так как я крымец, да, и для меня это все не то, что больно, меня это вызывает просто, я думаю, что вполне оправданный гнев. И как показали события 22 года и позднее, что этот гнев, он абсолютно рациональный, и что мы имеем в итоге, да, толерации таких точек зрения, что ой, мы не знаем, давайте не будем об этом говорить, Крым — это не наша тема. Значит, как говорили русские оппозиционеры, или как у нас говорили вот эти медведчуковские и всякие разные: ну давайте не будем, давайте вот говорить о чем-то другом, это не наша тема, это вопрос не к моему министерству, там вот это все и так далее. На самом деле есть, я скажу такую достаточно страшную вещь, может быть, для литовцев тоже, потому что все эти люди, которые использовали подобные формулировки, уходили от ответов подобным образом, ну, кроме, наверное, боксера Усика, который реально сменил свое мировоззрение, и честь ему за это. Вот, и сейчас он очень радикально проукраинский. Вот, а тогда он в Крыму вырос, там можно, наверное, как-то это извинить тем, что вот это крымчане, пропаганда, вот это мы крымские и так далее. Вот, он тоже там запинался, и это страшно меня злило, потому что такой великий спортсмен и так далее, я тоже про это писал. Очень неприятные, наверное, для его поклонников вещи и для него. Но сейчас как бы все встало на свои места без вопросов. А когда политик, ну и он не был политиком, он не баллотировался никогда, ничего, на него еще церковь русская влияла, с которой он порвал, как я понимаю, и так далее. Ну, в общем, он свой бой с собой, со своей тенью он выиграл. Пророссийской со своей тенью Усик выиграл. Честь ему за это. А эти, как в политике, никто из них никак не изменился. Просто все, кто говорили, политики, журналисты и так далее, которые оказались пропагандистами, и которые говорили, что ой, мы не знаем, чем Крым, давайте сменим тему, ой, это спорный вопрос, ой, Крым — это не наш вопрос. Если эти люди жили в Украине, то сейчас они практически все до одного находятся вне Украины каким-то чудом. А почему же так произошло? А потому что это был нарратив полностью купленных Россией политиков, журналистов и общественных деятелей. И как и Медведчук, официальный агент Путина, так и вся его сетка
пропагандистов, вот этих телеканалов, она вся закрыта, ничто из них не работает, они все разбежались. И все люди, которые говорили такими словами, как вот этот временный, к счастью, как оказалось, литовский министр культуры, они говорили те же самыми словами, и сейчас они все проявили себя как открытые враги Украины и как открытые сторонники России. А теперь к самому главному. Почему это так и почему я точно знаю, что люди, занимающиеся политикой, которые говорят такие вещи, имеют отношение к Путину и имеют с ним какой-то договор, какой, я не знаю. Это 100%. Потому что у Путина есть несколько таких красных линий, реальных, не вот этих, которыми он угрожает Западу там, и так далее. Вот, это все фуфло и понты бандитские. А вот в отношении со своими, в отношении с теми, с кем он поддерживает, ну, на кого он может рассчитывать, кого он может поддерживать разным способом, в разных случаях, есть кодекс поведения. И этот кодекс поведения включает в себя обязанность нигде, никогда, публично, это как присяга, не говорить, что Крым украинский. Ты можешь увиливать от вопросов, можешь как угодно там кривить, можешь говорить, что там де-факто, де-юре, но сказать простую, прямую фразу, которую должен был сказать любой литовский министр, не только литовский, не только министр и гражданин простой, Крым, конечно, это Украина, Крым Украина, и все, Крым это Украина. Вот. Если они начинают сомневаться, отвечая на этот вопрос, и даже находясь при этом в Литве, есть огромная вероятность того, что они связаны с Путиным и его людьми напрямую. Потому что это один из законов мафии. Если ты причастен к этой мафии Путина, или хочешь быть к ней причастен, ну а скорее всего уже причастен, потому что с правилами тебя там ознакомливают, как это по-русски будет сказать, ну, дают ознакомиться с правилами, что фюрер не воспринимает или что воспринимает как предательство. Так вот, признание Крыма украинским прямое означает предательство и выход из этой системы с какими-то там последствиями. Вот. Поэтому они так больше боятся сказать, все эти, на мой взгляд, антилюди, они больше боятся сказать «Крым это Украина», чем всех остальных последствий. Да? Пусть что угодно случится, но я не скажу, что Крым это Украина, вот, потому что может быть хуже, потому что это мафия, потому что могут скрыться какие-то связи, могут разорваться какие-то связи, могут не сложиться какие-то связи и так далее. Но это контрольный вопрос. Не только для всех граждан. Я знаю, что в Литве там даже, когда забеги проходят, марафонские какие-то благотворительные, любые, часто, кстати, сбор на Украину идет, может быть и всегда идет. Вот, там в анкетах заполняют, что Крым это Украина. Прям вопрос такой стоит. И во многих случаях, не знаю в каких, всех таких случаях, когда это спрашивают, но это вопрос такой ключевой. Кто напал? Кто агрессор и кому принадлежит Крым. Так вот, если министры не отвечают на эти вопросы, причем публично, и ценой этого даже отставка, да, значит, что-то есть в политической системе такое, есть и какие-то и группы людей, ну, про избирателей я не говорю. Избирателям, наверное, можно любую лапшу навешать в определенных районах, и любую пропаганду им донести. Я тут, как бы, это уже вопросы к местным спецслужбам, аналитикам политическим и так далее, ответственным людям, да, которые за противодействие пропаганде русской отвечают. Но вот то, что политики есть такие, которые не могут ответить на этот вопрос, такие же, как украинские, которые потом открыто перешли на сторону врага, агрессора, это повод задуматься для всех, для деятелей культуры и для недеятелей культуры, и для спецслужб, и для политиков, и для всего остального. Вот. Это очень плохой симптом, это очень плохой маркер, это очень плохой знак. Тут может скрываться и сотрудничество с Россией прямое, а не только там вот. Это нельзя воспринимать как, ну, у нас свобода слова, можно это сказать, а можно то сказать, а можно это. Сейчас свобода слова под такой угрозой находится, настоящая свобода слова, потому что ее используют, эту свободу слова, ее насилуют просто во все стороны и делают это русские пропагандисты. И носители, значит, которые насилуют, насильников, которые насилуют в конкретных странах, они тоже подбирают тщательно и так далее. Поэтому да, литовское общество отторгло, да, все нормально, иммунитет есть в обществе и так далее. Но я хочу, чтобы все знали про этот критерий. Кто агрессор прямо и чей Крым. И он, оказывается, до сих пор
важен даже в Литве, и до сих пор на нем могут спотыкаться политики. И обратите на это внимание все, абсолютно, кто заинтересован в том, чтобы агрессия России не пошла дальше. Вот, а он попробует обязательно. Вот, только заметит слабость во времени или в пространстве. Вот, поэтому с огромной любовью к Литве, к ее людям, с огромной благодарностью ко всем, кто помогает Украине и поддерживает Украину. Это огромное большинство граждан Литвы. Я вас хочу вот о такой опасности внутриполитической предупредить, чтобы вы знали, что это просто так, ничего такого не бывает. Дякую вам усім за підтримку, будь-який зручний для вас спосіб. Дякую вам за спонсорство каналу на будь-якому рівні. Дякую вам за любов до правди, за те, що ви коментуєте мої відео, за те, що ви їх поширюєте, і за те, що ви є моїми однодумцями і тими, хто підтримує Україну, попри те, що багато хто з вас не українці, але ви українці за духом. До нових зустрічей. Щиро ваш Айдер Муждабаєв.